Всем ассаламу алейкум, дорогие друзья! Если вы еще впервые на нашем канале, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Прошлой ночью последний военный самолет США вылетел из Афганистана после 20 лет пребывания в стране. Боевики Талибана взяли под свой контроль международный аэропорт Кабула, ту же ночь после вывода американских войск. С ночи до утра улицы Кабула наполнялись звуками выстрелов талибов звездочка по мере вывода иностранных войск. После отъезда американцев из Кабула были опубликованы фотографии и видео, на которых видно, что талибы оккупируют объекты Кабульского аэропорта. На видео, опубликованном Los Angeles Times, видно, как первые боевики Талибана входят в Кабульский аэропорт. На видео видно, как американцы в спешке покидают Афганистан, даже не воспользовавшись возможностью забрать с собой свою технику. На видео видно несколько военных вертолетов, оставленных американцами в аэропорту. Соединенные Штаты и их союзники заявляют, что за последние 2 недели они эвакуировали из Кабула 123 тысячи человек, включая тысячи профессионалов, которые работали на предыдущее правительство, включая иностранцев. В СМИ опубликовано фото последнего американского солдата, покинувшего Афганистан последним самолетом. Представитель Талибана Забихулла Муджахид сказал, что Афганистан получил полную независимость с уходом американцев. ترتي إرادة في الشام زني استلجي إن شاء الله دا خالي دلتقر دربنان بس دا يوزي دا كتن متولى ديكشتي دا نجدي تولى دكت إن شاء الله. Oh. All right. يقصف بها شعبنا الشعب الأفغاني. تلاحظون أن هذه الطائرات كلها بالعشرات 200 طائرة استولت عليها حركة طالبان في مطار العاصمة الأفغانية كابول. أنا الآن جالس في إحدى الطائرات المروحية التي قصفت الشعب الأفغاني من هنا. أظهر هنا هذا المكان، هذا هو مكان الصواريخ التي كانت يقصف بها مقاتلي حركة طالبان والمجاهدين، والحمد لله والمنة. Все видят, как поврежден аэропорт, и знают, при каких обстоятельствах американские военные покинули аэропорт. Каждая страна в мире должна знать, что США в прошлом устраивали кампании по дезинформации против нас. 2 десятилетия заявляли, что мы убиваем мирных жителей и разрушаем города. Однако с тех пор, как мы вошли в Кабул, мы ничего не повредили. Мы надеемся, что аэропорт будет работать, поскольку это символ суверенитета страны, и все самолеты являются государственной собственностью.
هوایی‌هاشون هنوز در افغانستان. Присутствие иностранных войск дает некоторым группировкам повод для террористических атак. Без иностранных войск они покинут страну. Не будет причин для таких атак. Наши планы обширны в отношении аэропорта и всей страны. Мы хотели бы объявить хорошие новости, что война закончилась и безопасность вернется. Мы хотим, чтобы аэропорт снова работал. В ночь на 31 августа Кабул не спал. Всюду в столице раздавались выстрелы и даже фейерверки. Так талибы праздновали победу. Американские солдаты все-таки покинули Афганистан. Это фото последнего представителя вооруженных сил США, оставившего территорию страны. Его опубликовал Пентагон. Военный снят через прибор ночного видения. А вот уже кадры, как талибы ходят по аэропорту. На ночной съемке видны самолеты и слышна стрельба вдалеке. Вот спецотряд талибов проверяет часть аэропорта, где находились казармы и блокпосты американских военных. All right. We're here right now. Мы находимся здесь с Талибаном, в то время как его бойцы входят в ту часть аэропорта, которая еще минуты назад находилась под американским контролем. Теперь они берут все под свой контроль. Утром аэропорт непривычно пуст. На территории только талибы. Они осматривают трофеи, оставшиеся от американцев, вооружение и технику. Люди, толпившиеся здесь последние 2 недели в надежде улететь из страны, исчезли. Между тем, талибы пообещали, что скоро возобновят гражданское авиасообщение. После того, как Кабульский аэропорт оказался под контролем Талибана, обострилась ситуация на границах страны. На этих кадрах беженцы штурмуют почти отвесный склон, чтобы попасть в Иран. В Пакистане беженцев не принимают. Министр внутренних дел страны шейх Рашид Ахмад заявил, что люди каждый день прибывают через пограничный пункт Чаман, там их разворачивают и они уходят обратно. Закрыл границу и Узбекистан. Те, кто хочет покинуть Афганистан, скопились у пограничных переходов и терпеливо ждут, когда их откроют. Талибы беженцев пока не трогают. Больше 120 тысяч человек вывезли за 17 дней из Афганистана самолетами военные США. Это была самая масштабная эвакуация в истории Штатов, заявил глава Центрального командования вооруженных сил Фрэнк Маккензи. Среди тех, кого вывезли, американцев только 6 тысяч, но все равно не успели вывезти всех, кого хотели. Этой ночью мы закончили эвакуацию и завершили почти 20-летнюю миссию, которая началась 11 сентября 2001 года. Она привела к ликвидации Усама бен Ладена и его сообщников. Цена была высока, это обошлось нам в 2461 жизнь наших военных и гражданских лиц. Более 20 тысяч были ранены. Эвакуация также принесла много горя. Мы не вывезли всех, кого хотели, но даже если бы мы остались еще на 10 дней, то мы все равно не смогли бы всех вытащить. Последние эвакуационные рейсы проходили в особо напряженной обстановке. Американский военный самолет С-17 выпустил тепловые ракеты перед посадкой в аэропорту Кабула. Такие меры безопасности вызваны недавними атаками на воздушную гавань. В понедельник утром системы ПВО США перехватили 5 ракет, выпущенных в сторону аэропорта. Очевидцы говорят, что видели, как из этого автомобиля пускали ракеты. В сгоревшем острове видна ракетная установка. Мы сидели дома, когда произошел ужасный взрыв. Я подумал, что куда-то попала ракета. Когда я выглянул за ворота, я увидел, что по аэропорту из машины бьют ракетами. Это было ужасно, был сильный шум, и я не понял, 6 или 7 выстрелов.
Накануне военные США с помощью беспилотника разбомбили похожий автомобиль. По данным американцев, он принадлежал запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, и его собирались использовать для нового теракта. Машина была набита взрывчаткой. В результате удара с дрона взорвалась и соседняя легковушка, а также был частично разрушен жилой дом. По данным Аль-Джазиры, погибли 12 человек, в том числе дети. Работа по поиску террористов была усилена американскими военными после теракта в аэропорту Кабула 26 августа. Террорист-смертник совершил взрыв в толпе людей, надеющихся улететь из страны. Погибли около 200 человек, в том числе 13 военнослужащих США. Ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ. Военная кампания США в Афганистане закончена. Она стала самой длительной в истории Америки и длилась 19 лет, 10 месяцев и 25 дней. На территории Афганистана осталось вооружение на 85 миллиардов долларов. Большую часть военной техники американцы попытались вывести из строя, но многое оставалось работать до конца, чтобы была возможность прикрыть эвакуацию. Сейчас начинается новая глава взаимодействия США и Афганистана, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Американские перевозчики теперь будут облетать стороной территорию страны. Дипломатическое присутствие Вашингтона в Кабуле также приостановлено. Консульскую поддержку тем, кто остался, будут оказывать из Катара. Оставшихся в Кабуле американских граждан постараются вывести. Мы считаем, что есть еще небольшое число американцев, менее 200, но, вероятно, больше 100, которые остаются в Афганистане и хотят уехать. Мы пытаемся точно определить, сколько их. Совбез ООН принял резолюцию, призывающую талибов обеспечить безопасный выезд из страны афганцев и иностранных граждан. Документ поддержали 13 членов Совбеза. Россия и Китай воздержались. По словам российского постпреда в организации Василия Небензи, авторы документа проигнорировали доводы Москвы. В ходе переговоров мы подчеркивали недопустимость негативных последствий эвакуации квалифицированных афганских кадров для социально-экономического положения Афганистана. В условиях утечки мозгов страна не сможет достичь цели устойчивого развития. Эти важные для самого афганского народа элементы освещения в тексте не получили. Не уезжать из страны призывают афганцев и талибы. В интервью местному телеканалу представитель движения заявил, что после вывода американских войск в стране наконец воцарит мир. Мое послание народу: ни в коем случае не волноваться, оставайтесь и живите на своей родине и в своих собственных домах. Ваша родина нуждается в вас, и мы будем защищать вас. Американские войска вошли в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года. Весной 2021 Байден объявил о выводе войск из страны. На фоне ухода США Талибан начал захватывать города. В середине августа талибы объявили о переходе под их контроль большей части страны. 15 августа они без боя взяли столицу Кабул. Президент страны Ашраф Гани бежал, а США и их союзники начали экстренную эвакуацию своих граждан.